чё, бродяга, твой выход? Заждался ты, родной, да? Ну ничего, давай-ка, чем ты нас удивишь? Друзья, всем привет! Доброе утро! Ну что, начало декабря, ребята. Вроде как зимняя рыбалка. Зима пришла наконец-то. Правда, без снега, но что-то нарисовывается. Сегодня -8, ребята, завтра 9, 11. В общем, вся неделька такая за десяточку. Ночью там 12 в районе. Нормально, нормально. Ну, правда, ребят, снега нету. На дворе у нас 6 вроде, если не изменяет память, декабря. Республика Коми, ребята, южная часть Республики Коми. Вот, пожалуйста, сколько снега.
Это уже 5-й снег, наверное, который, скорее всего, уже не растает. Я надеюсь, а то хрен знает, ребят. Это уже 5-й снег, который выпадает, и труба. Было уже порядком даже в районе 15 сантиметров. Все это растаяло. Короче, какие дела, ребят? Первый выезд на мотобуксировочке Тафалар 600. Многие знают, что владею данной техникой. Собаки, ребята, уже в данный год будет 4-й сезон. Шикарный аппарат, 600-очка, 20-й двигатель на толкаче, ребятки. 4-й сезон, да, брал я его в 21-м. Вот. Собака, ребята, у меня обслужена была еще осенью. Точнее, не осенью, а прошлой весной. Да, я сезон немножко не докатал. У меня была небольшая поломка в плане подвески. Там у меня пружины устали. И, короче, загонял я Владимировича. Владимир мне перебирал полностью подвеску. Поменяли, ребята, катков порядком 12 штук, что ли. В общем, заменили цепи, масла, все смазано, реверс-редуктор. Короче, все протянуто, все прошприцовано, ребята. Новые цепочки, новые звездочки. Все, огонь. Собака, в принципе, обслужена. Я ничего не заморачивался, знал, что собака у меня готова и так далее. Все, у меня здесь запылился, ребят, запылился родной. Обычно мы уже в октябре, конец, начало ноября, уже бывает выезжаем. Как минимум на лед выходим. Ну а тут вот, ребят, начало декабря. Так что как-то так. Все, сегодня, ребят, задача у нас добраться до реки. Правда, тяжеловатенько будет, я думаю. Снега не очень много, но как-то нужно ехать. Речка небольшая, лесная, и задача, ребят, может пару дней покататься, половить живца. Живца надо заготавливать. Скоро, ребята, будем заезжать на местные озера. Покатались, были 2 экспедиции. Спасибо, ребят, за поддержку, за просмотр. Вот, но это далеко отсюда. Теперь будем окучивать свои прибрежные места, так скажем. Вот, еду не один, еду с Костей. Костя тоже на Тафаларе, на 600-очке. В прошлом году мы ему брали. Вот, и как-то будем ползти. Не знаю, конечно, дорога такая будет себе. Пойдем медленно, потому что вот эти кочки, они сейчас в данный момент, были дожди, они сейчас как камни. Вот. Видите, ребят, как камень. И, соответственно, вот корыто страдает в большей степени. Подвеска, ладно уже. Вот, ребят, так что вот, как-то так. Только вот расцветает. Сейчас выезжаем в деревню. И встречаемся с Костей возле магазина. Договоренность была на 9 утра. Так что давайте, друзья. Ну и на удочку порыбачим. Тоже прикольно. Сорога, елец, окунь. В общем, что-то такого плана. Если будет крупно, естественно, на котлеты. А что-то все среднее, все в кан. Все, ребятки, давайте со мной. Конь мой вороной. Немножко покажу вам. Сейчас как раз это, ну, грубо говоря, центряк, центр деревни. Вот у нас, ребята, клуб, дискотеки. Кстати, сегодня пятница, завтра будет суббота, завтра будет дискотека. Подтягивайтесь на деревенские танцы, ребята. Ну, сами знаете, деревенские танцы. Вот, почта подъехала. Здесь почта у нас, и вот школа такая большая. Новая школа. Как бы все нормально. Магазинчик.
Ну, в принципе, больше и нечего показать. Так что деревня живет, слава богу. Потому что рядом много вот деревень, поселков, которые уже ну, реально закрываются и уже все. Труба, так скажем. А вот, как-то ну так, ребята. Даже тренажерки есть, чтобы вы понимали. Здорово, здорово. Ну, а население, ребят, 300 плюс. Не очень большая. Вот. Получается, школа новая, и с приближенных деревень, где школа совсем плохая, возят детишек сюда на учебу. Вот. А раньше школа стояла здесь. Я вот учился именно здесь. Разобрали ее. Вон труба, кочегарка. Есть центральное отопление, но не у всех. Это конкретно школа, почта, там, клуб и пару там домов, грубо говоря. Все остальное печное отопление. Но тянут газ. Так что, возможно, здесь будет еще и газовое у кого-то отопление. Мы, ну, у мамы не знаю, как это все будет происходить. Это будет как-то планово, в плане какие-то бюджеты будут выделяться или своим ходом. Непонятно вообще. Так что все, Константина жду. Где-то должен подъезжать. И в путь дорогу. Не знаю, как зайти. По какой дороге поехать. Потому что дороги, блин, вообще ужасные. Мне кажется, по траве, по полю будет намного, ну, помягче. А, Костян, привет. Что-то опоздал сегодня, проспал, скорее всего. Рыбаки уже проехали все. Ну, сейчас все на машинах, ребят, можно проезжать еще. А мы что-то решили снегоходный сезон открыть. А, Костянчик, 600-очка. Че без чехла-то, Костян? Привет. Так, друзья, ну что, добрались до точки. Вот на машинах спокойно можно проехать.
Но это до поры до времени. Потом наш выход будет, так скажем. Да, тяжеловато, конечно. Едешь как, я не знаю. Блин, жалко, конечно, технику. Ну а что? Рыбанутые они такие. Прут, прут, прут. Так аккуратно, что, потихоньку, не спешонько. Почки где-то бывают, да, вот так. А так как бы нормально, в общем. Тут у нас не склизы, так что ничего страшного. Это вот на склизах, когда снега нету. А так нормально. Проползли. Народ есть, народ рыбачит. Посмотрим. Так что давайте начнем. Ну что, погнали. Погнали, погнали, погнали. Что-то так махают вроде. Чуть по чуть. Рыбаки, рыбаки ловили рыбу. Приветствую. Здорово. Че, как оно? Да он. Поклевки пока не видел. Тишина? Да. Женек, здорово. Да? Понял. Че, Женек, клюет? Так, осел, да? Че, как доехал? Потряхивает, да, маленько? Базара ноль. Так, водички надо сначала набрать. Водички, водички, водички. Сегодня, говорят, плохо клюет. Похолодало. Рыбка стала. Тут течение, наверное. Попробуем отбить глубинку. Блин, фигня тянет. О, отбил. Отбил, ребята. Ладно, что, попробуем. Оп, поехали. Глубина метра 3,5. Крутимся, крутимся, вертимся, ребята. Найти не можем. Тут обычно окунь. А здесь поглубже. Попробуем. Пока нифига. Пару подъемов видел. И все. Погода поменялась на мороз. Вот, понятное дело. Мужики с кормаками сидят, то не клюет. Будем искать, как говорится, поиск, поиск.
Ветер поднялся неприятный. Так. Ну давай. Тут что у нас по этой стороне? Какую-то мелочь бы найти, да и все. Мужики-то там крупника ждут. Крупносорога елец там выходит. Голавль даже попадается. Пока непонятно, ребята. Вот к выходным там снег пойдет. Вот, наверное, будет клевать. Снег нам нужен вообще. То ездить невозможно. Ну, побурю сейчас здесь локацию эту. Может, что надыбаю. Нифига. Опа. Ох ты, блин. Окунь. Так и сказал, что окунь. Это окунек. Окунь. А зачем он нужен? А? У тебя есть? У меня, да. Кот есть, да? Ну, у тещи. Понял. Надо забирать тогда. Котам-то нужно. Ну, говорю, окунь, блин. Так и подумал, что мелкий окунь. Шуга. Шуга. Ух ты, блин, ё-моё. Ёж. Ребята. Вот это, да. В яме ёж. На налима пойдет. Вот она, ребята. Нашел я ее. В середине. Все рядочки. Нормально. Так, будем продолжать. Так, ладно. Будем ставить тяжелую артиллерию, ребятки. Тяжелую артиллерию. По-хорошему не хотит. Будем брать по-плохому, как говорится. Так.
едем домой. Пробили дорогу, заодно посмотрели переезд. Такой, конечно, себе там ледочек. Ну, я думаю, сейчас за выходные должно подмерзнуть. Вода поднялась, да, береги большие. Все, в деревню домой. Ребята, доброе утро. Ну чё, час X, так я бы сказал. Выезжаем. Долгие сборы, конечно. 2 дня, ребят, пришлось уделить по живцам. Но что-то плоховато как-то клювало, блин. Не знаю почему. До этого вот была погода такая, знаете, теплая и прям клювало. Барбосик подошел местный. Еду, ребята, еду один. К сожалению, Костя не смог, заболел. Вчера вечером звонит Андрюха, температура, говорит, 39. Не знаю, дай бог поправится, Костян выздоравливай. Ну а я, ребята, в тайгу, на Таежное озеро, на Коварное. Причем, надо заметить, уважение к нему присутствует, имеется. Хорошо, ребят, выпал снег. Всю ночь такая была метель. Вот прям подсыпало. Будет проще идти. И у меня получается 3. Ну как 3. Первое это река, ребята. Надо пересечь реку. В том месте лед тонковатый еще. Плюс вода поднялась за береги. Ну где-то будем ломать, наверное, где-то будем проскальзывать. Ручей, ну и по самому озеру примерно надо будет идти в конец. Ну я так плюс-минус. Взял, ребята, все. Вот у меня здесь брикеты, жерлицы, живец, полный кофр. Там еда, шуруповерт, запчасти, инструмент. Без этого никак. Ну и в общем сани полные, ребята, для ночевки. Палатка, полы, спальники, печка, короче, топливо с запасом. Думаю, нам хватит. Не знаю, как по клеву. Вчера ездили туда пацаны. Они проезжали, рыбачили и вроде как лед нормальный. Много воды, правда, на озере, но это не суть. Рыбалка была плохая. Вот, не знаю, ребят, постою, посмотрим. Если будет клевать, то останусь на ночь. Если нет, возможно, оставлю жерлицы в ночь, а сам уеду. Как бы не буду ночевать, кайфовать. Хотя посмотрим, ребята. В принципе, я взял все. Там уже поглядим. Ну все, что. В путь дорожка фронтовая. Полетели. С Богом. Хорошо, ребята, подвело, так вообще приятненько. Собака мягенько пошла. А то до этого идешь, блин, как по камням. Жалко технику, конечно. Но охота пуще неволи, сами понимаете. Буранку местами перемело. Вот здесь мы 2 дня катались с Костяном. Местами его вообще нету. Ну, снега мало, ребята. Начало декабря, снега вон. Что это, пыль вообще. Ладно, идем до реки, ребята. Смотрим проезд. Будем штурмовать, будем пробовать. Так, друзья, ну что, добрался я до реки. Вот наша речушечка. Ну, говорю, ребята тут ходили.
А там поломали подъем. Ну, короче, проверять смысла нет. Мы когда с Костей живца ловили, тоже смотрели. Просто проход был. Чисто вот здесь вода была. Ну вот она здесь тоже присутствует. Ладно, что, спокойно, переедем сейчас. Все. Что-то прохладненько, блин. Уезжал из деревни минус 5. По ощущениям, что-то как будто здесь побольше. Или так кажется, влажность. Влажность, наверное, скорее всего. Ладно. Сейчас спокойно спустимся и все. Без всякого кипиша и лишних мандражей, как говорится. Ну давай с вороной. То застоялся уже. Как месяц должен уже работать, а то в гараже все прохлаждался. Опа. Нормально, даже смотреть не буду, все четко. Ну что, сейчас, возможно, косачей поднимать будем, ребят. Есть в этих местах косач есть. Может, что кого увидим. Ну что, сейчас болотами, полями до озера, до ручья. Ребятки, еще один этап пройден. Я на ручье. Пацаны заезжали, вроде как нормально. Вначале там что-то похрустывает. Вот. А так этот ручей тоже, ребят, пару раз тут заезжали ребята, проваливались. Болотистые, они бывают даже зимой не замерзают. Вот. Короче, ладно. Нормально. Обычно болотом ходили. Ну, вода сейчас, блин. Еще снег как раз выпал, не видно ничего. Ладно. Ехали. Нормальный лед, ребят. Все. Здорово. Озерку, привет. Ну что ты? Чем порадуешь? Опылили. Ты, говорит, боялся, даже юбка не помялась. Ну, знаете, когда здесь такие эмоции я испытал, когда утонул, то, блин, вообще, ну, знаете, в первый раз, как заезжаешь, все равно как-то вот это вот эти вспоминания, вот этот страх, как-то, знаете, ребят. О, ну, связь какая-то поймал. Ну, все, что, отлично. Лед хороший, воды здесь нету, но вода здесь будет потом, потому что сейчас лунки буду делать. Остановился, слышу, что-то жужжит. Шуруповерт, короче, работал. Как-то зажало, видать. Блин, вижу, батарейка не разрядилась. А то я ручной не брал. Так, ну что, время-то, ребят, уже пора, должно уже жерлицы стоять. Но я специально поехал по светлу, потому что, ну, ничего не видно. Ну, снега мало. 8:34. Через полчаса уже выход. А я еще не поставил ни одной жерлицы. Надо поспешить, ребят. Вот. Такие дела. Короче, все, ладно. Все остальное потом. Сначала жерлица. Возьмем пятачок здесь. Туда. Поехали.
Нормально себя чувствуете? Нормально, да. Ножи, конечно, убитые, блин. А еще новые не пришли. Не успел. Вот так вот. Нормальный лед, ребят. Хороший. Сегодня взял старые жерлицы, так как новые, может, оставлю в ночь, уеду. Жалко. Танаровские жерлицы. Мало ли украдут. Те жерлицы, блин, дорогие, конечно. А так танаровские, что, старенькие поставлю. Ну, сейчас потихоньку, помаленьку, как обычно. Как обычно, ребята. Все, погнали. Первая есть. Раз, два, три. Живец, конечно, у нас матерый, ребят. Такие сороги крупные. Ничего, пускай. Так. Как обычно, на двойничок. Под спиночку, ребят. Ой, на двойничок и под жаберку. Что ты там? Что какая-то невеселая. Ты что, подруга? Такую нам не надо. Нам что-нибудь бодренькое надо. Нормально? Так нормально. Это нормально, ребята. Тихо. О, зашевелилась-то как. Опа. Поехали. Первая пошла. Давай, подруга. Ну вот, ребят. Так и попрем сейчас. Присыпем немножко. Так вот снег есть.
Мороз будет. Близко подходить не надо. Здесь граница травы. Летом я здесь был, понимание есть. Ножи надо срочно менять. Подуставшие. Подуставшие ребята. Полностью не убираю, ребят, шапочку делаю, потому что вода, видите, выходит. И, соответственно, что потом жерлицы не плавали. А вот эта шапочка, она подмерзнет, как корочка такая будет. Нормально. Тик. Монтаж жерлиц простой, ребята. Леска где-то 45-я, цветная ставлю. Когда выдалбливать, очень удобно, не поранить, не прорубить. Грузило, оливка, червонец. Почему 10? Потому что на реке бывает рыбачу. Стопорок, ребят, это для того, чтобы вот отверстие в оливке бывает широкое. И можно узлом стопорить, но бывает она туда проваливается и грузило не ходит. Вот ставлю стопорок. Ну, поводки 25 и вот второй номер, двойники, щучья смерть. У братульца можно заказать поводки. У Паши, я имею в виду, двойники, грузила. Все вам сделает, если нужно. Раз, два, три. На 3 оборота примерно вот так от 1 сантиметров 35 может. Ну, смотря какая катушка. Тут надо смотреть, ребята. Просто дома грузило на дно, на пол положите и подмотайте. И посмотрите, сколько примерно поднялось. Плюс-минус. Живец какой-то, хрен знает. Живец у Кости был, хранился. Плохо себя чувствует. Раз. Два. Все, поехали. На катушке я 10 метров мотаю, ребят. Сами смотрите, у кого какие водоемы. Спрашивают просто. Кто-то судака, допустим, ловит на 7 метрах. Понятно, что 3 метра остается, это мало. Надо 15 мотать на жерлицу. А если вот такие глубины, 1,5-2, то 10 метров вполне хватает. Даже 7, ребят. Все, ладно, потихоньку работаем. Один на льду, на озере, ребята. Красота. Глубинка уже здесь. Раз, два, три, 4. Повыше поднимем. И, наверное, здорового жуца поставим на пятак, на пятерочку. На пятерочку, ребята. Как вы думаете, а? Где там у нас какой-нибудь карась? О, какой якутский живец, ребята. Я таких называю. Можно жарить. Ну-ка, мать, открой-ка. Открой личико, Зульфия. Блин. Неудобно держать, здорово. Ну-ка, за пятерочкой съезди в магазин.
Опа. Ух, какая матера, лишь бы самострела не было. Тут повыше поднял. А вдруг на пятак зарядит, ребята. Процесс идет потихонечку. Так, сделал петлю, захожу в центр, иду в ту сторону и возвращаюсь. И потом где-то какие-то прогалы, пустоты туда буду втыкать. Ну, далеко не расширяюсь. Хоть можно и ездить на технике проверять, но первый выезд, ребята, у себя, так скажем, дома. Так-то уже 2 хорошие поездки были. Щук-то мы подловили неплохо. Кто смотрел. Не знаю, ну вот меня смущает, что вчера ребята стояли, у них было около 10 загаров, и взяли 2 небольших, ну вообще там шнурки, короче. Вот в чем прикол. Ну пока ставлюсь, вот 9 утра, загаров нету, обычно не успеваешь. И сработало. У меня было пару раз, может раза 3. Первую поставил, начал вторую ставить. Первая сразу стрельнула, и раза 3, наверное, третий. Вот третью ставлю, первая, вторая стреляла. И пару раз было, что живца отпускал, и хватало сразу, и такое было. Вот. Такие дела. Заканчиваю, ребята. Что-то, видишь, живец какой-то сдохший. Вообще не шевелится. Костян что, не менял, что ли, воду? Вообще. Охренеть. Вон, блин. Все поумирало, ребята. Снизу достаю. Блин, а. Ну, Костян, блин. Еще вдвоем хотели ехать. Хрен бы там. О, что-то шевелилось, малыха. Что-то на последнем вздыхании. Ладно, иди. Может, отойдешь там. Сейчас срочно надо воду поменять. Посмотреть, что там как. Давай, подруга, не знаю, будешь ты. Что-то шевелится вроде чуть по чуть. Ну, Костян, а? Нянчится воду менять. Не знаю, как они в кан. Я у него кан забрал с утра. Вода мутная. Трупов надо убирать. Она же воду портит. Рыба умирает. Ё-моё. Надо срочно перебрать. Что тут у нас, ребята? Вода вон мутнейшая. Это живая. Это живая. Пискарь. И то сдох. Ё-моё, а. Вот живая. Помимо живая, вот что-то дышит. Помимо кислорода, блин, надо же еще и воду менять. Охренеть. Порыбачили, называется. Ну что там, никто больше не... Придется на мертвых рыбачить, ребят. Без вариантов. Что делать-то? Ночевка, походу, отменяется. Ночевка отменяется. Однозначно. Чем мне тут без живца? А я удочки не брал. Окуня можно было, в принципе, попробовать половить. Жесть, блин. Косяк, Костян. Большой. Еще вдвоем с тобой поехали. А я что-то иду, ищу, раз выкину. 2 выкинул. Думаю, блин, что за хрень?
Ё-моё. Может, какие-то отойдут, не знаю, ребята. Беда, этих тоже попробуют забрать. Жесть, блин.